Сегодня мы поговорим об актуальной и важной теме – алкогольной зависимости. Наш гость – женщина, которая пожелала остаться анонимной. Она согласилась поделиться своей историей о пути к выздоровлению и с трудностями, с которыми она столкнулась. Мы надеемся, что этот разговор поможет и вдохновит тех, кто тоже борется с этой зависимостью. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как долго вы боретесь с алкоголизмом? Я начала употреблять в 18 лет и пришла в сообщество анонимных алкоголиков и обрела трезвость 57. А что стало причиной вашего первого употребления? Любопытство, во-первых, любопытство и какая-то свобода, потому что я употребила на геодезической практике. Поехала в город первый раз на выборы и купила, потому что мне уже можно было покупать алкоголь по просьбе своих однокурсников. Вот, я попробовала, мне понравился эффект. Вкус мне не понравился, но действие очень понравилось, потому что это была легкость и коммуникация очень хорошо, кажется, возникает, когда употребляешь. Потому что скованности, робости вот такого нет. Сколько вы сейчас в трезвости? 25 апреля будет 2 года, 2 месяца, как я трезвый. И почему вы вот на протяжении 30 лет употребляли? Что стало причиной? Вначале алкоголь был моим другом. То есть он мне давал легкость, радость, вот коммуникации, потому что я была стеснительной девушкой, не могла общаться, а тут вот алкоголь и сигареты, они вот как-то хорошо объединялись с людьми, которых я считала, такими продвинутыми, наверное, И потом в какое-то время я заметила, что это уже по утрам становится несколько напряжено, но особо больших проблем они как бы не доставляли. Просто по здоровью было не совсем комфортно. Потом в какой-то момент я заметила, что люди уже не пьют так, как я. То есть они могут остановиться, я не могу остановиться. Я вот тоже не могла понять, почему я не могу остановиться. Вот я думала, просто люди, как бы сказать, нарочно это делают. Надо мной издеваются, я так думала. Вот. Ну а потом я стала пить одна. Я считала, что я не была запойным алкоголиком, но пила я каждый вечер. Каждый день? Каждый день, каждый вечер до потери сознания. Так. Также вы нам рассказали до эфира, что у вас были проблемы с детства, что отец выпивал. Да, отец у меня был очень агрессивным, в пьяном состоянии. Да, он избивал маму, издевался над моим младшим братом, который был инвалид. И, как-то не очень хорошие ассоциации были с алкоголем. Я думала, что я никогда не буду пить. Вот. Но, как оказалось, память бывает очень короткая, когда ты начинаешь ощущать вот это живительное действие алкоголя в начале. Вот. Я посчитала, что со мной я никогда не стану алкоголиком, как папа. Я просто сегодня вот так попробую, завтра могу попробовать, Я всегда смогу остановиться. Но так, оказывается, не происходит. А у вас есть семья? Да, у меня есть гражданский муж, у меня есть 2 детей. Старшему сыну 36, младшему 18. Вот они у меня свободны от зависимости от алкогольной и табачной, то есть они не пьют и не курят. Самое удивительное вот это. А как они относились вот к вашей зависимости? Они относились с терпением, как ни странно. Мне они никогда не обвиняли ни в чем, не упрашивали. Вот самое главное, не обвиняли, потому что на их месте я вообще не люблю пьяных людей. Они меня очень сильно раздражают. Я просто поражаюсь, почему вот у них было такое терпение. Я считаю, что благодаря им я осталась живой. А муж никогда не употреблял? Муж гражданский? Муж когда-то до меня, мы с ним встретились, когда мне было 40 лет, он говорил, что у него была проблема с алкоголем, он был зашитый, как говорится, но он мог позволить себе выпить, но он всегда, у него не было такой он мог выпить, а мог не выпить.
И не пил он никогда так, как я пью. А что вы употребляли? Я употребляла крепкие напитки. Крепкие напитки мне понравились сразу, потому что проблемы были у меня с финансами. И я подумала, зачем вот тратить, как говорится, деньги, когда можно найти более короткий путь к обретению вот этого состояния. Ага, поэтому я выбирала всегда крепкие напитки. А когда вы осознали, что ситуация выходит из-под контроля? Да, где-то это, наверное, в 2013 году, наверное, да? Когда уже возникли проблемы со здоровьем. Ну, вот это вот похмелье, да, оно уже стало затягиваться до обеда. Вот. Потом я поняла, что люди как-то ведут себя по-разному, они могут остановиться, я не могу остановиться, да. И я тогда пошла в наркологический диспансер вместе с братом, он у меня тоже алкоголик. И я сказала, может быть, у меня тоже есть какая-то проблема с алкоголем, может быть, мне можно тоже, наверное, закодироваться, может, пришла пора. Но на меня посмотрели, сказали, что у меня нет проблем с алкоголем, по всем их параметрам я не алкоголик. Вообще вот это вот слово, что я не алкоголик, я слышу до сих пор. Люди никогда не верят, что я была алкоголиком. Вот. Ну, потому что внешний вид у меня нормальный был все время. Да, в свое время даже я была, как сказать, активная всегда. То есть я всегда пыталась выйти с этого, но у меня не получалось. И получается, как будто две стороны у меня, да. Днем одна, а вечером совершенно другая. А у вас был первый брак? Нет, не было. Вот, кстати, вот последствия тоже этого употребления алкоголя, потому что обычно пьяная женщина, она сама себе уже не хозяйка. А как вы совмещали вот принятие горячительных напитков с работой? Ну, на работе я никогда не пила, скажем так. Я работала в таких... Ну, в начале, да, когда я работала в такой, как сказать, регламентированной организации, да, где четкие графики есть, там, конечно, я не употребляла, да. Но после работы я могла пить, потом вот утром встанешь, болеешь, но все равно идешь. То есть ответственность у меня какая-то была. Потом вот когда я стала предпринимателем, конечно, некоторая свобода возникла, там я могла пропускать. Ну, потому что я сама себе хозяйка, я могу пойти, могу не пойти. Вот, но все равно ответственность была. А ваше окружение не замечало, что с вами что-то происходит, что-то не так? Нет, ну, конечно, вот мне иногда вот сейчас вот тоже приходит в голову, когда люди говорят, а вообще была ли ты алкоголиком? И ты вообще не похожа на алкоголика, да? И я всегда думаю, вот если бы вы бы со мной вместе выпили, да? Потому что все люди, которые со мной пили, они всегда говорили, вот, Галя, ты вроде когда не трезвая, нормальная, а вот пока ты не выпьешь. Вот. Точно так же и мужчины не брали меня замуж, потому что говорили, женщина, ты, конечно, хорошая, но характер у тебя плохой, скажем так. Понятно. А какие были самые тяжелые моменты в вашей жизни, вот связанные с алкоголем? Ну вот, когда вот начинаешь употреблять, ты пытаешься что-то как бы компенсировать, да, забыться, потому что, ну, отношения не складываются, да, все как-то идет не так, как ты хочешь, и ты начинаешь, вот у меня даже выражение было, давайте надо быстренько напиться и забыться. Вот. И, ну и что-то я должна была сказать, теперь забыла, что я должна была сказать. Какой вопрос был-то? Самые тяжелые моменты вашей жизни? Ага, ну вот да, нету смысла жизни. Потому что я все время думала, вообще, для чего я родилась? Родилась для того, чтобы стать алкоголиком, что ли? Вот особенно, когда за 50 лет начинается, да, и думаешь, я все, что делаю, делаю, и никакого вот смысла нету. Я родилась для чего? Для того, чтобы стать алкоголиком, что ли? И вот эта безнадежность прямо, ну, нету смысла жить. И опять же, ты не можешь не жить, потому что ты боишься. Были такие вот моменты, когда можешь закончить жизнь самоубийством, а потом ты боишься, потому что ты трус. А были ли попытки еще самостоятельно вот выйти из этой проблемы? Ага. Ну да, вот после того, когда вот я была в наркологическом диспансере, мне сказали, что я не алкоголик, я тогда поняла, что, видать, проблема внутри меня, и я начала искать разные методики, вот психология очень здорово заинтересовалась. Я начала применять и изучать разные методики. Я покупала методику одну, даже купила за 250 тысяч рублей.
И я ощутила, вот, например, душевный покой, о который вот сейчас у меня практически, ну, постоянное состояние, да, сейчас. Я А его что за ощутила методика? только 3 дня, и все. И потом опять вот эта тревожность, вот эта своя ненужность, одиночество, это опять все вернулось. Вот, ну, я не знаю, стоит ли говорить об этой методе, но Access Consciousness есть такая вот методика. Но, тем не менее, да, вот эти все методики, они оказались во благо. Сейчас я понимаю, что это был просто путь к познанию себя, и они все равно, я их применяю сейчас в своей жизни. Это вот просто как инструмент. А кто вам оказал поддержку вот, в борьбе с алкоголизмом? Кто был рядом с вами? Ну вот моя семья, конечно, да, потому что благодаря им, я вот думаю, тоже и мужу своему особенно, да, благодарна, потому что он все эти 18 лет, ну, терпел и мужественно, и дал мне дожить до этого счастливого дня. Вот. И как вы пришли в общество анонимных алкоголиков? Почему вы решили обратиться к ним? Ну, последний день моего употребления был 24 февраля 2023 года, а 25 февраля я, когда пришла в свое сознание, лежа на полу на кухне, я видела на столе пустую бутылку водки. И вот я вообще не могла шевелиться, и тогда вот я поняла, что вот сейчас я стою перед выбором жизни или смерти. Ага, и вот как-то обычно я просила там Бога, дай мне, пожалуйста. Вот я знаю 100%, что все люди в самое тяжелое время всегда вспоминают Бога, да? Я его тоже, когда мне было плохо, я всегда клялась ему, что я не буду пить, если ты мне дашь вот какую-то передышку, облегчишь мои страдания и тому подобное. Но я потом все это забывала, да? А вот в этот день я четко поняла, что я умру, да? И тогда я ему сказала, что мне больше ничего не надо. Мне не надо ни денег, мне не надо ни мужа, ни детей, ни квартир, ни машин, мне вообще ничего не надо. Я хочу просто жить. Вот. И через день ко мне пришел человек, который рассказал о сообществе. Но это было чудо, потому что ну, так не бывает просто. Вот. И я еще через день я пришла в сообщество. И ну вот теперь нахожусь по сей день там. Наверное, наступил тот самый момент, когда вы осознали, что вы больны. Верно? Тогда-то я еще не осознала, да. Просто я сделала выбор, что-то сделать по-другому. Ну, что он, даже про Бога опять я все забыла. Просто как куда направляли, туда я и шла. Вот. И когда вот первый день пришла на сообщество, увидела эти 12 шагов, и первый шаг поняла, что я алкоголик, оказывается. Ну, я алкоголик и так, я думала, алкоголик это тот человек, который много пьет. Но оказывается, алкоголик это тот человек, который бессилен и перестал контролировать свое употребление. То есть я не могу ни отказаться, и я не могу остановиться. Вот тогда я поняла, что, оказывается, действительно я алкоголик. И здесь в сообществе я узнала, что алкоголизм это болезнь. Раньше я относилась к этому скептически, потому что какая-то болезнь. Это же просто у человека нет воли, у меня нету силы воли просто и все. На самом деле сила воли у меня, знаете, какая была? Она у меня была шикарная. Когда я хотела выпить, я могла пройти 25 километров пешком за бутылкой только за одной. Вот, поэтому это не, оказывается, не проблема воли, отсутствие воли, а это, оказывается, болезнь. И она прогрессирующая, смертельная и очень коварная. Вот, потому что даже сейчас, когда я не употребляю, она все равно живет во мне и ждет своего часа, как говорится. В обществе есть такое мнение, что женский алкоголизм очень трудно или вообще не лечится. Вы согласны с этим? Да нет, я, наверное, с этим не согласна, потому что в нашем сообществе я вижу разных женщин, да, и в числе моих спонсируемых тоже были разные женщины, да. Это просто вопрос выбора. Человек хочет сделать, да, все, чтобы протрезветь, или он просто хочет. Потому что кроме того, чтобы хотеть, нужно делать. А кто такие спонсируемые? А спонсируемые это новички.
новички, которые приходят в программу. которых уже вы курируете, верно? Да, они нас выбирают. Ага, потому что когда мы на группе рассказываем свои истории, кое-что откликается. Точно так же, вот как я выбирала спонсору, я смотрела, слушала людей, я смотрела на человека и решала для себя, хочу ли я быть похожа на этого человека, да, скажем, и полезен ли ее мой опыт, откликается ли мне. Вы тоже выбирали? Да, я тоже выбирала. Ага. У меня было 3 спонсора. Ну, первый спонсор у нас с ней чуть-чуть не получилось, а потому что она работает. И ей некогда. В начале пути очень важно постоянно быть со спонсором на связи, потому что ну, эмоции очень сильно у алкоголиков, как сказать, развести нас на эмоции очень легко можно. Когда эмоции разводятся, то, естественно, это повод выпить. Вот. Второй спонсора я нашла в телеграм-канале, потому что мы можем, оказывается, выздоравливать еще не только на живых группах, но и онлайн. Вот. Я тогда попросила Бога направить мне человека. Я сказала, первая женщина, которая согласится стать моим спонсором, будет моим спонсором. И вот эта женщина меня привела. И третий раз по шагам, и мы до сих пор с ней общаемся. И третий спонсор была американка. Ну, у нас с ней тоже отношения маленько не сложились. Я просто должна была понять одну вещь. Вот. Ну, пока так у меня было. Какую вещь должны были понять? Должна была понять, что я должна всегда разговаривать с Богом. Это третий шаг. Вы с ней были на связи онлайн? Онлайн, ага. Да. Вот за спиной у вас большой богатый опыт, и как вы думаете, вот какой метод лечения все-таки имеет больший, что сказать, эффект? Вы сказали еще, что обратились к Богу, например. Да. Ну, как говорится, и пути к Богу разные. Оказывается, сказать однозначно, что вот анонимные алкоголики – это, как говорится, да, выход единственный, да, тоже нельзя сказать, да, потому что есть и медицина тоже помогает, да, то есть у каждого человека путь разный. Просто человек должен сам для себя определить то, что ему отзывается, то, что ему понятно, ну, комфортно, скажем так. Вы верите в Бога? Да, теперь я верю, теперь я верю. Через него, получается, вы нашли успокоение. Да, через него я нахожу покой. Я не нашла еще успокоение, я нахожу, потому что мы же живые люди и общаемся тоже в социуме, ситуации могут быть разные. И поэтому вот это вот успокоение, понять, в чем же, как я должна себя вести, это вот и есть. А когда у тебя есть душевный покой, то ты знаешь, что ты правильно все делаешь, так, как хочет Бог. У вас 2 года трезвости, и за это время были ли моменты рецидива? Нет, у меня не было момента рецидива, потому что я же говорю, в тот день последний я поняла, что это конец, это выбор больше жить или не жить. Теперь я понимаю, что алкоголизм – это смертельная болезнь. И у меня на сегодняшний день есть только, ну, как сказать, единственная цель – оставаться трезвой только сегодня. А это значит не взять первую рюмку. Потому что если я возьму первую рюмку, то никто не даст мне гарантии, то, что я не продолжу употребление. Вот. А помогает мне, опять же, Бог, да, то, опять же, жить по духовным принципам. На самом деле все легко, на самом деле. Просто жить по духовным принципам и в соответствии с общечеловеческими ценностями. Все просто, на самом деле. Соблазна нет. Соблазны возникают, например, да, иногда мысль такая приходит, тяги нет. Вот эта вот тяга, есть феномен непреодолимой тяги у алкоголиков, который невозможно никак преодолеть. А с Богом он у меня эту тягу забрал, и поэтому я не хочу пить. А изменилось ли ваше окружение после излечения? Ну да, конечно. Моя жизнь вообще кардинально поменялась. Мало того, что я сейчас с того времени не употребляю, я еще отказалась от курения. Я свободна от него. Я потом поступила на учебу. Сейчас я получаю 3-е высшее образование. Я получаю его на бюджете. Я стала отличником, у меня повышенные стипендии. Параллельно с прохождением программы у меня появилось свое сообщество. Да? Если раньше я пила одна, со мной вообще никто не хотел разговаривать. На сегодняшний день у меня есть сообщество, в
котором около 280 человек. У них нету зависимостей тяжелых, ну, таких явных, да, во всяком случае. Но они меня слушают, и мне это очень нравится, что меня, алкоголика, кто-то слушает. Бывшего алкоголика. Нет, алкоголиков А бывших не бывает. появились ли еще какие-то новые увлечения? Ну, вот сейчас вот, вот мне очень хочется развивать это сообщество. И сегодня вот я думала, в каком формате об этом рассказать, или рассказывать об анонимных алкоголиках, или о своем сообществе, которое сейчас у меня развивается. Но все-таки я понял, что должно быть предано сообществу, которому благодаря я сегодня живая. Это анонимные алкоголики. Поэтому А что за сообщество, вот, которое вы создали? Тоже связанное с борьбой с алкоголизмом? нет, это оно называется сообщество духовного роста и развития. Вот. Там мы в этом сообществе делимся своим опытом. Я вот подумала, что людям нужно обязательно делиться. Не нужно ждать вот какого-то эксперта, да. Вот ты что-то умеешь маленько, пожалуйста, в этом сообществе ты можешь прийти и рассказать. Хоть немножко, хоть 15 минут, неважно. Просто расскажи о себе, и сразу же возникнут вопросы, и человек обретает уверенность. Оказывается, да, я как смогу. Ну, вот такое вот у меня В сообщество. этом сообществе есть люди, которые тоже отказались от алкоголя? Есть, ага. Есть. Есть ли у вас какие-то конкретные цели, задачи, мечты? Ну, на сегодняшний день для меня самая большая цель – это закончить свою магистерскую, написание своей магистерской диссертации. И она посвящена социальной работе. Я нашла свое предназначение, оказывается, на 58-м году жизни. И будете работать в этом же Да, направлении? буду работать с людьми. Еще чем бы вы хотели вот поддержать таких людей, которые тоже вот в поиске помощи? Ну, я хожу вот вместе со своими собратьями и сестрами с донесением вести, говорят, да? Но это не донесение, оказывается, а несение вести. Потому что я какой-то момент даже возникло у меня какое-то сомнение, а вообще алкоголик ли я, например, да? И я поняла, что потому что как бы спонсируемые ко мне перестали обращаться, да? Мне даже алкоголики говорят, что я не алкоголик. Я подумала, может, я выздоровела, да? В какой-то момент. А потом вот сегодня я поняла, что все-таки нет. Алкоголик, однажды алкоголик навсегда. Просто я на сегодняшний день сохраняю трезвость. Вот, и я сегодня хотела, конечно, быть не совсем анонимной, но мне тоже сказали, да, Галина, пожалуйста, сохраняй традиции, которому уже 90 лет, да, и для нас важны принципы, а не личности. Вот. Поэтому я рассказываю о том, что мне помогает, а остальные просто для себя делают выводы. Я просто несу весть, что вот мне это помогло. А выбор оставляется, конечно, остается только людям. А в чем вы видите причину алкогольной зависимости? Вот эта проблема до сих пор очень актуальная, во все времена, можно сказать. Ну, самая большая вот проблема любого человека, вообще человечества, это эгоизм. Эгоизм. Вот когда начинается бурным цветом он расцветать, он приходит в эгоцентризм, а отсюда уже недалеко и до алкоголизма, и до наркомании, табакокурения и тому подобное. Вот. А существует ли какой-то один универсальный совет, который может помочь человеку? Ну вот единственное, да, вот до чего вообще говорю же, все элементарно просто, это просто жить по общечеловеческим, в соответствии с общечеловеческими ценностями, принципами. Ага, вот они же все известны на самом деле, да. Не обмани, не укради, да, не прелюбодействуй. Все это знают, но все ли это делают? Вот в чем дело. Чего вы хотите еще достичь в будущем? Ну, я всегда мечтаю сохранять душевный покой. Я раньше думала, что счастье в деньгах, думаю, в отношениях, скорее всего, да, в количестве квартир, денег.
Оказывается, нет. Счастье – это когда тебе спокойно, как говорится. Когда тебе всего достаточно. Спасибо большое, что решили и согласились рассказать свою историю. Надеюсь, эта история поможет многим. Да, тоже надеюсь. Этот разговор, думаю, поможет нам лучше понять проблему алкоголизма и понять зрителям, что выход существует даже тогда, когда нет надежды. Берегите себя. До скорых встреч в эфире.